А ситуация в Таджикистане все больше похожа на диктатуру. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой новый закон вызывает много вопросов и пугает граждан. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Как отмечается в преамбуле закона Таджикистана о патриотизме, он обеспечивает и упорядочивает деятельность в сфере воспитания патриотизма у граждан. Для этого будут разработаны концепции и программы, научные методики для воспитания граждан, особенно молодежи. Будет также создан уполномоченный орган и будет ответственность за несоблюдение закона. Правда, пока неизвестно какая. Патриотическое воспитание граждан станет еще одной политикой государства. Вторая глава закона посвящена именно этому. В ней отмечается, что целью воспитания патриотизма граждан является формирование гражданской идентичности, высоких нравственных качеств, национального самосознания, мышления и чувства патриотизма у граждан. Воспитание граждан в духе патриотического отношения к обществу и государству на основе высокой социальной активности, гражданской ответственности, готовности и способности служить Родине, укрепления и обеспечения жизненных интересов и устойчивого развития государства. Как отмечается, необходимость это в том, что она связана с их безопасностью. Обязанностями по воспитанию патриотизма граждан являются формирование национального самосознания, достойного отношения к личности, обществу, государству, идеям и ценностям, а также их возрождение и развитие, привлечение подрастающего поколения к системе социальных и культурных ценностей, отражающих богатую и самобытную историю культуры Родины и народа, формирование в их мышлении высших духовно-нравственных ценностей, культурного богосознания, потребности в дальнейшее развитие. Создание благоприятных условий для проявления гражданами чувства патриотизма, уплаты общественных, государственных и воинских долгов в различных сферах деятельности и отношения с учетом их интересов и потребностей, воспитание уважения к закону, нормам общественной жизни, чувство социальной ответственности как важных качеств человека, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и защите, воспитание трудолюбия как важной жизненной ценности, готовности трудиться на благо общества и государства, формирование потребностей в духовно-нравственном развитии, пропаганда здорового образа жизни, забота о пожилых и близких, поддержка гармоничной обстановки в трудовом коллективе. Как вы относитесь к такой ситуации? Согласитесь, если бы в Таджикистане все было действительно хорошо и люди с детства видели заботу государства о населении, возможно, не пришлось бы дополнительные законы вводить, чтобы воспитать в людях патриотизм. Жили бы они хорошо, он бы у них был, вы согласны? Как говорится в законе, государственная политика в сфере воспитания патриотизма у граждан предусматривает системный организационный подход. При этом государство обязуется создавать благоприятные условия для социального, культурного, духовного и физического развития граждан, а также разрабатывать и внедрять эффективные формы и технологии социализации личности гражданина, особенно молодежи, обновлять и обогащать содержание воспитания патриотизма, его методов, форм и средств, усиливать ответственность госорганов за воспитание патриотизма граждан. Государство также будет утверждать перспективы, концепции, стратегии и госпрограммы воспитания патриотизма граждан и формировать нормативно-правовую базу воспитания патриотизма граждан, осуществлять госполитику, будет уполномоченный орган, который будет координировать работу в этой сфере. Но помимо этого в законе говорится о субъектах воспитания патриотизма, и в их число входят государственные органы, трудовые, творческие, научные, воинские и другие коллективы, образовательные учреждения, учреждения культуры, общественные объединения, общественные и государственные организации, союзы граждан и соотечественников, проживающих за границей, религиозные организации, союзы, политические партии, СМИ, семья, граждане. Отмечается, что субъекты патриотического воспитания реализуют задачи патриотического воспитания граждан своими средствами и возможностями. Кстати, на местах будут определены свои уполномоченные органы, при этом местные органы исполнительной власти обязуются финансировать воспитание патриотизма граждан. В заключительной главе закона говорится о том, что физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего закона привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Закон вступил в силу 29 декабря 2022 года. Не пугает ли вас такая ситуация, особенно то, что это похоже на какое-то насильное навязывание патриотизма? Стоит ли это делать, как вы думаете, и как это сделают наши власти? Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!